Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпочку на такую тему. Что для вас решила судьба? От чего вам не уйти? Будем смотреть на ваше ближайшее будущее. Ближайшее будущее — это срок в 3 месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос мысленно, либо вслух, так и спросите, что для меня решила судьба и от чего мне не уйти в ближайшем будущем. И пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Судьба. Интересно, судьба карты тасует. Здесь перемены показаны, но перемены такого характера, что вы прям совсем об этом не думаете, этого не ждете. Прям совершенно не ждете. Вот смотрите, вот здесь вы кого-то спасете. Спасете человека. Человек будет падать, как будто бы, смотрите, спиной вниз летит. А вы возьмете да спасете. Вам, конечно, будет очень тяжело. Это очень рискованный момент. Но вы это сделаете. Судьба как будто бы подтолкнет, подскажет, укажет, например, да. Вот вы кого-то спасаете. И этот человек вашу доброту, ваше участие никогда не забудет. Я вижу, что человек от благодарности, буквально вам верно служить станет, превратится в вашу тень. И как ваш, не знаю, там, телохранитель, либо земной ангел-хранитель, очень много времени будет посвящать вам, очень много будет делать для вас, для вашей семьи, для вашего будущего. Вы, возможно, случайно там человека спасете, там, предупредите, либо там вовремя среагируете. Да? Это не обязательно, что вы там в горящий дом войдете и там на себе вытащите кого-то. Нет. Тут что угодно может отыграться. Вы вот спасаете, мне идет, спасаете, и этот человек превращается в вашу тень. Вернее и надежнее друга вам уже не найти. Человек буквально посвящает свою жизнь вам и служению вам, служению вашим интересам, допустим. Да, вот как-то так мне идет. Так, вот здесь у меня прошлое, шанс прошлому будет дан. Человек из вашего прошлого. Надо отдать должное, что с этим человеком у вас поистине были какие-то невероятно близкие отношения. Там любовь, близость, доверие. Было то, чего не было с другими. Вот. И это было настолько взаимно, но по какой-то причине у вас все рухнуло. Опять же, причины тоже бывают разные. Может быть, вам помешали. Может быть, вы в свое время там не смогли удержать эту любовь, либо из-за противоречия в характерах, нежелание там уступать этот канат, либо пальму первенства, да, вы могли друг друга потерять. Как будто бы судьба даст шанс этому прошлому вновь стать реальностью и, опять же, стать будущим. Опять же, вы не ждете, вы там сидите, ждете нового человека, либо с новыми людьми знакомитесь, и вам в голову не приходило, что вот прошлое вернется. Тут именно сама судьба, да, сама судьба людей сводит. Мало того, что сводит, так еще как-то удерживает с друг другом, как никуда не денешься. Да? Вот вынуждена, нужно будет общаться, либо вынуждена, нужно будет как-то поговорить, повзаимодействовать. И для вас, и для вашего бывшего, либо, если смотрит меня мужчина бывший, это прям такой неожиданный сюрприз. Я не могу сказать, что желанный, да, но вот как-то немножко не по себе будет. Но вы оба очень изменились за то время, вы повзрослели, поумнели, и вот то, что было преградой, его больше не существует. Будь то проблемы характера, да, отношений, будь то проблемы, там, третьи лица, например, вмешивались и вам все портили, мешали. Здесь как будто бы другими глазами друг на друга посмотрите, совершенно по-другому уже друг к другу относитесь. И та любовь, которую вы раньше испытывали, она ведь никуда не делась. Может быть, она немножко уснула на какое-то время, и вот она снова с новой силой пробудится. Вот так мне идет.
Может быть, вы просто там общались, встречались. Может быть, вы были семьей, ну вот мужем и женой. Может быть, это был какой-то любовный треугольник, очень драматичный, но прям любовь была, сильная любовь. Вот как еще раз встретитесь, но помех уже не будет. Не будет помех, и у кого-то прям в соединении идет, что тут греха таить, да, с левой стороны, как новый очаг зажигается, потухший, да, был потухший очаг, а вот вы его заново зажигаете, вдвоем зажигаете. Такое прям сильное предсказание на самом деле. Вы смотрите в будущее, но счастье идет из прошлого, вот так показано. Еще судьба решила, что у вас что-то на работе должно измениться. Тут либо на работе состав коллектив, там руководящее звено, либо именно сама работа. Да? Кто-то будет менять место работы, а кто-то вообще будет уходить там, в свободное плавание, да? Открывать свое дело, открывать свой бизнес. Такие вот прям события, которых, опять же, вы не ждете, и которых будете немножко страшиться. Ну, понятно, что если там коллектив меняется, люди, к которым вы привыкли, какими бы они ни были, они уходят, и вы такая: господи, я не знаю, кто новенький придет, как сложатся отношения в новом коллективе, там, либо как сложатся отношения с новым начальником. То же самое, если вы долго проработали на одном месте, а теперь такая необходимость, либо возможность там, перейти на другую работу, вы тоже будете долго об этом думать, и вас это тоже будет пугать. Ну, также, если своим делом займетесь, до конца не будете уверены, будет ли это успешным, стоит ли мне этим заниматься, смогу ли я там развиваться в собственном деле, в собственном бизнесе. Но, с другой стороны, судьба просто уверена, что должны быть перемены, и что новое для вас лучше, чем прежнее. Может быть, вы засиделись на одном месте, может быть, вы действительно в тени кого-то ходите, каких-то там более уверенных в себе коллег. А может быть, там начальник не дает вам ходу, не дает вам развиваться. Может быть, вы занимаетесь такой работой, которая не принесет вам ни успеха, ни почестей, ни зарплаты, ни карьерного роста. И вам действительно нужно перейти в другую организацию, на другое предприятие. Ну, а кто-то просто рожден для того, чтобы стать успешным бизнесменом, либо бизнес-вумен. У вас это в крови, у вас руки легкие, и вы очень быстро, независимо ни от кого, сможете заработать капитал, да, сможете развивать свое дело. Но вот в первое время вам будет немножко не по себе. И все это как будто бы вас немножко пугает. Да, вот какая-то неуверенность в себе. Ну, страх неизведанного, вот так скажем. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы вот рождены. Вы рождены для того, чтобы управлять, руководить, быть успешным, стать мастером. Вот для этого вы рождены. Но в какой-то момент вот не тем путем пошли, да, либо вас кто-то не тем путем вот повел. Может быть, из-за этого, может быть, чужими дурными советами, ну, типа в кавычках дурными, да, может быть, люди вам типа хорошее советовали, на самом деле это было для вас плохо. Но вы этим людям верили, доверяли и шли этими советами. И шли не туда, грубо говоря, очень долго шли не туда, а теперь как прозрение придет. Да, судьба говорит: нет, пока не поздно, давай все поменяем, давай как бы попробуем то, что тебе предначертано. Попробуй себя, стань мастером, стань управленцем, руководителем стань. Занимайся делом, которое тебе по душе. Вот как-то так мне идет. У вас как будто бы лодка, курс меняет. И вы на этой лодке и матрос, и капитан, и там что, все работы делаете. Угу. Такое неплохое. Дальше показано, что из куколки вам вот хотите, не хотите, но придется вылазить. Куколка, это вот бабочки, да, гусеница окукливается, превращается в куколку, а потом, когда созревает бабочка, она вылазит из этой куколки. Вы очень долго находитесь в состоянии куколки, возможно, даже всю свою сознательную жизнь. Человек, который рожден для того, чтобы порхать в небесах, радовать взоры людей, очень долго прячет себя в состоянии куколки. Может быть, кто-то на это повлиял, может быть, вам так комфортнее, да? Может быть, вы видите, какой мир злой, опять же, условия жизни соответствующие, и вы очень долго в этой куколке находились, очень сильно привыкли, это уже все дом родной,
это ваша стихия, но судьба будет эту куколку пробуждать для того, чтобы вы превратились в бабочку. Тут могут быть очень сильные радикальные изменения в вашей внешности, в фигуре, в состоянии души, в характере могут быть изменения. То есть если вы человек, который там любит какие-то неброские, нейтральные цвета, и страшится пестрых и ярких цветов, вот прям с удивлением заметите, что тянет там на красненькое, на малиновое, на какое-нибудь там пурпурное. И вы скажете: боже, что со мной происходит? Почему меня тянет на такие вот сочные цвета, вырви глаз цвета? Либо, опять же, допустим, вот изменения во внешности. Может быть, вы сторонник природных процессов, типа там ничего не надо делать с собой, там никаких уколов, никаких там бьюти-процедур, там никаких изменений я не буду делать. Буду вот так, как есть, и стареть я так буду. Но потом прям потянет, и вы такая: ничего не понимаю, что со мной происходит. Кто-то из девчонок там сильно скинет вес, например, кто-то из мужчин, например, какую-то тоже себе там процедуру сделает, может быть, даже какое-то вмешательство, чтобы что-то изменить, подправить. Прям захочется не для кого-то, для себя, и желание непреодолимой силы у вас идет. Вот просто себя не узнаете. И еще у вас возможности на это будут. Будут встречаться люди, которые, допустим, хорошо это делают, либо мастера, бьюти-мастера, хорошие хирурги, допустим. Будут встречаться люди, которые уже прошли этот путь, и вы уже наглядно будете видеть, что было до и что стало после. Вот прям вижу, что судьба вас в бабочку превращает. Потому что вы бабочкой рождены. Хватит сидеть в этой куколке, хватит быть отшельником, хватит наблюдать за жизнью из окна собственной квартиры либо дома. Вы ведь редко, когда куда выходите, редко что себе позволяете и живете в каких-то тусклых цветах. Вот так мне идет. А должны радоваться и радовать всех, кто вокруг вас. Красота, мне идет красота. Так, еще судьба решила, что вам нужно куда-то поехать, съездить, где-то побывать. Может быть, вы этого всегда хотели, но у вас не было возможности. Может быть, вам это было категорически недоступно. Разные могли быть причины. Может быть, вы боялись. Тоже может быть, Но вот куда-то вам ехать, как другой мир посмотреть, другая страна, другой континент. Вот куда-то вы должны поехать. Причем я не могу понять, то ли вы с кем-то едете, то ли в сопровождении кого-то. То есть там группа людей, туристическая группа. Либо вы с кем-то, с подругой, либо с молодым человеком, с девушкой, например. Вот едете куда-то. Очень будет переживательно, но с другой стороны, эта дорога, она легкая, и дорога вам по судьбе. То есть вы мир посмотрите, либо какую-то конкретную страну увидите. Еще судьба решила, что вам нужны друзья, подруги, что вам нужен более широкий круг общения. Вы в разных местах разных людей еще себе найдете. Допустим, возможно, даже в собственном доме, где вы проживаете, по соседству живут хорошие люди, но вы с ними по какой-то причине не общаетесь, либо не знакомы. Познакомитесь, будете дружить, будете общаться. Возможно, вы попадете в какую-то новую среду, к хорошим людям. Может быть, это какой-то кружок по интересам, сообщество людей. Может быть, это какие-то спортивные тренировки, занятия. У вас прям новые люди приходят. Смотрите, сколько много новых людей придет. И люди очень интересные, необычные. Люди, которые вам не просто как друзья идут, а люди, которые будут открывать для вас что-то новое, чем-то вам помогать, какие-то советы давать. Люди, на которых вы сможете положиться, как связи. Не только дружба, но и хорошие такие полноценные связи мне еще идут. А вот здесь судьба для женщины решила, что ей пора выйти из очень токсичных отношений. Отношения, где вы жертва, где вы постоянно надеетесь на лучшее, вы принимаете и прощаете, а это лучшее, оно, к сожалению, не приходит, оно только в худшее превращается. Может быть, это семейные отношения, родственные отношения, может, любовные отношения, вы все разные.
Но вы именно жертва. А быть жертвой — это не ваше, вам это не к лицу. Вы просто очень такой человек, спокойный, теплый, доверчивый, неконфликтный. И человек, который привык терпеть. Судьба будет выводить вас из этих отношений, причем не просто выводить, а вот этих людей, которые с вами в отношениях токсичных, она их будет уводить за пределы вашей жизни. То есть тут могут быть всякие там неожиданные отъезды, неожиданные прощания, переезды. Вообще, в принципе, да, отказ от общения. Да, человек общался, то раз и как корова языком слезала. Ничему не удивляйтесь. Уйдут только лишь плохие, уйдут только лишь те, кто был токсичным. Вот они уйдут, а хорошие останутся, плюс еще новые хорошие придут. Так что не переживайте. А вот здесь показан жених с невестой, как будто бы это именно момент заключения брака. Судьба решила, что вам пора замуж, либо жениться пора. Мои хорошие, может быть, вы уже в отношениях, и вы так решили, что вы будете жить там гражданским браком, да, вам так удобно. Вот, судьба такая говорит: нет, так неправильно, должна быть свадьба, должен быть пир, да, должны быть гости, невеста, жених, там, кабриолет, что все должно быть как у людей. Здесь какая-то необходимость будет вам срочно, официально заключить брак. Но вы не просто заключите брак, вы еще и как отгуляете свадьбу, вот традиционно отгуляете свадьбу. Не могу понять, что за сложность, что за проблема. Тут судьба, она там немножечко поработает над вами, над вашей парой, над вашей жизненной ситуацией. И будет такая необходимость, что вы заключите брак. У кого-то отыграется, что вы уже не намерены выходить замуж, вообще не хотите ничего, вы живете свою лучшую жизнь, и вы думаете, там, не хочу, все, я уже там была замужем, либо я был в браке, уже все видел, уже не интересует меня. Судьба говорит: нет, вам быть вместе, причем именно официальный брак, именно со свадьбой традиционной, там, где будет много гостей, где будут кричать горько, да, где будут подарки, да, вот именно так вам идет. То есть замуж вы выйдете, либо вы точно женитесь. Причем неважно, хотите вы этого или нет, судьба решила уже все за вас. Будете выходить замуж, либо жениться по большой любви. Это я вам сразу скажу. По большой любви. То есть это не так, что мне так хорошо, мне так удобно, либо какая-то там необходимость, давление. Нет, здесь именно по большой любви. Союз, кстати, будет очень и очень счастливый. Еще судьба решила, что вам нужно каких-то людей сдвинуть со своего пути, вернее, на место поставить, задвинуть, да, чтобы не мешали, чтобы не рыпались. Люди очень агрессивные, но боязливые, трусливые, да, но агрессивные. Агрессивные в плане, они показывают свои намерения, действий от них нет, да, потому что они боятся действовать. Вы не реагируете на этих людей, либо вы просто не хотите связываться. Опять же, вы человек не конфликтный, вы человек такой открытый, мягкий, добрый. Вам легче там, смолчать, да, потерпеть, чем вот с кем-то там поругаться. Вот мне идет, что будет провокация со стороны этих агрессивных людей, и эту провокацию вы им с рук не спустите. Может быть, не вас заденут, но заденут кого-то, кто вам близок, кто вами любим. За себя вы будете терпеть, а вот за другого человека вы просто вот так засучите рукава, возьмете палку там побольше и пойдете капусту крошить. Очень сильно вы напугаете этих людей, очень громко о себе заявите. Заявите так, что местные, там, не знаю, хулиганы, бандиты, в принципе, какие-то неадекваты, все будут вас бояться. Они будут знать вас в лицо, и они будут вас бояться. Они будут понимать, что с вами вот вообще нельзя связываться категорически. Нужно там оббегать 10-й дорогой, да, и держаться на дистанции там 100 километров как минимум, потому что вы опасный человек. И еще какая-то слава пойдет, что вы обезбашенный человек, да, вот, отчаянно смелый, да, давайте так скажем, это будет как-то более правильно, мне кажется. Да, поставите людей на место, задвиньте так, что никто не найдет. Еще вам по судьбе научиться что-то делать. Как будто бы вы четырехлистники плетете, создаете, не знаю, рисуете, вырезаете, выращиваете. Но вы этому будете учиться.
Может быть, это какие-то полезные обряды, ритуалы. Да? Может быть, вы такой человек, что вы, когда вы добры, вы очень часто там отдаете, раздаете, свое передаете, то, на что вы заряжены. Заряжены на деньги, вы это отдаете, заряжены на успех, вы это отдаете. Вам просто никогда и ничего не жалко, особенно если вот человек в нужде, если даже это не человек, животное, например. Я вижу, что вы своими руками постоянно что-то делаете, даете, отдаете, помогаете. И через это действие, например, могут быть и подключки, и вампиризм может быть, и просто могут стягивать с вас все самое хорошее. Вот вы научитесь делать эти четырехлистники, вы их собственными руками создаете. Больше похоже на какие-то тайные практики, на ритуалы, на обряды, призванные создавать защиту и призванные возвращать удачу и здоровье в жизнь. Может быть, у вас в доме кто-то, не дай бог, болеет, да? Может, вы сами себя плохо чувствуете. Но когда вы научитесь делать эти четырехлистники, ситуация резко и кардинально поменяется к лучшему. То есть у вас при прежнем подходе к жизни, да, потому что вы такой человек, вы все равно будете всем помогать. По крайней мере, вы себе и назад будете возвращать, либо новое брать, да, вот этими четырехлистниками. Возможно, вы будете делать эти четырехлистники не только для себя, но и для своих близких. То есть будете дарить им заряд удачи, позитива, крепкого здоровья, и счастья в жизни. Это очень круто, и судьба действительно вас и любит, и верит в вас. И такие тайны, они редко кому открываются, но вам откроются. Это не обязательно, что вы будете знать все обряды, все ритуалы на удачу. Нет, возможно, вам откроют один, но суперэффективный, который у вас будет прям идеально получаться. Не только для себя, но и для других. Кстати, еще такими знаками очень часто говорят, что человек будет целителем, энергопрактиком. Человек будет помогать другим. Может быть, это даже не учение, а как обряд посвящения. Да? Кто-то из вас, кто интересуется эзотерикой, кто чувствует в себе силу, дар чувствую, да, желание, вам это нравится. Возможно, вы пройдете какое-то посвящение, которое позволит вам дальше и себе помогать, и другим людям помогать. Но судьба решила, что вам надо, значит будет. С правой стороны это вам на благо идет. Дальше. Судьба решила, что вам какой-то, как суд, скорее всего, не знаю, суд. Может быть, это суд, а может быть, это какое-то сложное дело, ситуация, связанная с бюрократией, с госструктурами, что вот вам нужно его выиграть, да? Чтобы это дело успешным было для вас, либо чтобы суд был выигран вами. Здесь судьба вам будет посылать нужных людей. На нужном этапе, да, вам будут посылать нужных людей. Это разные будут люди, тут и мужчины, и женщины. И эти люди, каждый как свою лепту будет вносить. И сам путь этот непростой, он достаточно сложный, но вам он покорится. Вот я вижу, что выигрыш будет за вами. То есть будь то суд, и вы выигрываете, будь то какие-то бюрократические моменты, что-то вам нужно от правительства, да, страны, от депутатов, от чиновников, и вы победите, вам это дадут, у вас это получится. Кстати, вы своим примером другим людям тоже путь откроете. Да, возможно, таких, как вы, людей много. И люди просто смиренно принимают то, что с ними происходит. А вы единственная, либо единственный, кто начнет бороться, и кто победит систему, да, либо кто выиграет в суд. И люди потом вашим примером пойдут. И таких случаев будет все больше и больше. Вы как пример, вы как ходячее пособие, как либо руководство действию. И люди будут о вас говорить. Даже люди, которые вас вообще никогда не видели, не знают, все будут о вас говорить и вас ставить в пример. Так, и еще судьба решила, что вам пора, как под солнцем стоять. Не знаю, как это объяснить словами. Сейчас вы стоите, как будто бы небо
ну, на нем ничего нет, оно темное, просто темное небо. У вас есть какие-то бытовые проблемы, и вы переживаете, чтобы их не стало больше. Ну, видите, судьба хочет, чтобы ваше солнце взошло, и оно точно взойдет. У кого-то солнце будет невероятно огромных размеров, это прям такая мировая слава, известность, популярность. У кого-то будет солнце поменьше, то есть это, ну, в рамках страны, локально, да, у кого-то отыграется в среде ваших знакомых, друзей. То есть солнце — это все-таки, да, популярность, слава, и быть вот таким знаковым человеком, знаменитым знаковым человеком. Ну, судьба так решила, что поделаешь. Так, еще судьба решила, что вам кого-то нужно как перевоспитать, что ли. Воспитательный процесс, да. Дрессировать, воспитывать, обучать. Человек тяжелый, сложный, со сложным характером, со сложной судьбой. Там, знаете, непонятно, что превалирует: сложная судьба, и человек таким стал, либо характер, из-за этого такая сложная судьба. Но что есть, то есть. И я вижу, что вы именно как-то с любовью, с лаской, с нежностью, да, будете воспитывать этого человека. И человек прям в какой-то момент сдается, он понимает, что на него никто не давит. От него просто ждут, что он раскроется, что он скинет с себя вот эти колючки, да, щетину эту свою скинет. И у вас получится именно добром. Вот говорят, воспитание кнутом и пряником. У вас же воспитание какими-то, не знаю, конфетками сладкими. Вот. И это сработает. Лаской, да, воспитание не кнутом, а лаской. И это сработает так, что человек вам до конца жизни будет благодарен за то, что вы вмешались, за то, что вы мимо не прошли, за то, что вы вытерпели его, либо ее, и вот подарили как будто бы новую жизнь. Вы для этого человека, как, не знаю, там, фея, крестная мама, да, вот как-то так мне идет. Может, даже как-то будет называть вас в таком роде. Но интересно показано. Может быть, это не ваш ребенок, да, но вы к этому человеку, да, будете относиться как к ребенку. Даже как-то жалеть будете больше, чем других. Такой момент. И еще судьба показывает, что вам какие-то пятерки нужно ломать. Пятерки — это конфликты, это ссоры, это негатив. Враги тоже пятерками часто показываются. Вам их придется ломать. Пятерка здесь не одна, их много, как целая пачка этих пятерок. И вы будете их ломать. Что-то вы будете ломать руками, что-то об ногу, что-то там, не знаю, разрывать в клочья. Но пятерок не будет. То есть у кого-то еще такая тема идет, что люди, которые сейчас являются вашими врагами, в будущем будут вашими поклонниками, последователями, да? Друзьями могут даже быть. Ну, у кого-то отыграется, что кого-то действительно вы сломаете, как спесь собьете, что человеку потом уже и голову не высунуть, сам себя стесняться будет. У кого-то отыграется, что вы первая, либо первый пойдете на примирение, да, будете предлагать мир, и люди будут так ошарашены, что будут соглашаться, и это действительно как жест доброй воли, который вас украшает на самом деле, да, показывает, кто здесь умнее, кто здесь важнее. Но пятерок много придется сломать. Это тяжелая задача, но вы с ней справитесь. Справитесь, вы и репутацию заработаете, и уважение заработаете. Хоть вы этого и не ищете, но вас прям все провозгласят победительницей, победителем и самым светлым и позитивным человеком. Ну, судьба так решила, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.